Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости канала, огромное вам спасибо за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за вашу подписку, за ваши донаты. Земной вам поклон. Мои дорогие, тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Кто сделает вам предложение? Какое? О чем и что с этим делать? Если тема вам интересна, посмотрите на песочек, назовите свое имя, загадайте на себя, так и спросите, кто будет делать, либо сделает мне предложение, о чем, когда, для чего. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте посмотрим, кто, когда, о чем и зачем будет делать вам предложение. Так. Ну, во-первых, предложений тут вышло множество, и все они разные. Поэтому буду вам рассказывать то, что вижу, а вы уж там себе подбирайте. Смотрите, что идет прям общее для всех. Общее для всех. Здесь идет для всех девушек, да и мужчин тоже, да, предложение интимной близости. Какого-то безумия, да, вот именно в этой части. У вас буквально неделя плюс еще там несколько дней какой-то вот мужчина либо женщина очень яркой наружности, очень такой, знаете, прям заметный человек, ну про таких говорят, да, сердцеедка, прям такой красавчик либо красавица, неожиданно при каком-то, может быть, поводе, да, вот, например, не знаю, там в клуб вы пойдете, либо где-то там будете в ресторане, да, в баре, либо на работе там что-то будете где-то отмечать, может быть, в гостях у кого-то будете. И ничего, как говорится, не предвещает, человек подходит к вам и говорит, вот хочу, не могу, аж трясет, как я тебя хочу. Вы будете просто в шоке. Вот сказать, что обалдеете, ничего не сказать. То есть, ну, с виду, да, вот прям такой весь с иголочки человек, да, и вот раз тебе ко мне подошла, да, и вот с таким предложением. Подумайте, что может быть шутка, да, какой-то пранк человек делает вам. Но я вам скажу так, что человек действительно говорит то, что чувствует и то, что думает. Стоит ли вам принимать это предложение? Вот я скажу так, что я вижу, что большинство людей просто либо посмеется, да, либо подальше пошлет. Да. Здесь вот будет действительно какое-то недопонимание. Может быть, где-то там полпроцента из вас, кто будет достаточно, скажем так, в угаре каком-то, да, в каком-то допинге, скажет: окей, не проблема, у меня тоже давно не было, давай попробуем. Но опять же таки, да, очень сомнительно, конечно, это все выглядит, но тем не менее. Что я хочу вам сказать? Вот этот случай вот этого предложения, да, неожиданного и вот такого интимного, очень сильно на вас повлияет. Сначала вы будете возмущены, прям щеки будут гореть, будете думать, да как так, и вот так человек там ко мне. А потом кто-то вот с кем-то посоветуется, либо подумает, да, об этой ситуации и придет к выводу, что а я еще ничего, а я еще вот какая интересная, да, либо какой я интересный мужчина, значит, на меня внимание обращают, значит, я могу, там, не знаю, любого красавчика, либо любую красотку там соблазнить, да. То есть пойдет у вас, знаете, какое-то желание, не только желание, я вижу, что и действия пойдут, как-то над собой поработать, как-то себя апгрейдить, прокачать, улучшить, да, вот человек начнет собой заниматься. У человека как будто бы крылья за спиной вырастают, и вот хочется и дальше сохраниться в этом вот приподнятом настроении, в этом вот хорошем состоянии. А это замечательно. Вот вы будете долго думать и вспоминать этот случай, будете примерять, да, а если бы я согласилась, либо если бы я согласился, что бы было, как бы это все получилось.
У вас вот это предложение идет как какая-то отправная точка. Видите, это как ключик, да, который открывает вам дверь в мир счастья, в мир радости, в мир удовольствия от самого себя, либо от самой себя. Вот таких предложений вы в будущем будете получать достаточно много. Даже вы будете, знаете, как смотреть на человека, а он прям будете видеть, да, что он вас желает ярко. То есть, как бы это правильно сказать, да? Вот будете видеть тех, кто на вас действительно посматривает именно с этой целью, да, кто вас, ну, как вас желает, да, правильно сказать, человек, который хотел бы вас там, например, приласкать, не знаю, как правильно сказать, простите, я тут сама стесняюсь говорить такие вещи, поэтому мне сложно. Вот, это будет первое для всех. Вот как хотите, ближайшая неделя плюс несколько дней. Вот ждите такого предложения. Но это разве что вы в лесу живете, да, и то, может, там, не знаю, там белочка на плечо прыгнет и за шею обнимет. Тоже что-то будет интересное. То есть здесь идет момент, что вы почувствуете, что вы желанная, да, либо желанный, что вы еще ого какой, да, что вы еще можете огонь из глаз, да, по сторонам разбрасывать. Вот этот момент, он идет для вас как исцеляющий от какой-то тоски, от какого-то переживания, от каких-то, может быть, надрывных переживаний, состояний разочарования в себе. Либо, знаете, как многие там думают, ой, мне уже там, да, за 40, что у меня там уже, да, кто на меня там посмотрит, кому я нужна, там, особенно если девочки там рано деток нарожали, да, уже там бабушками стали. То есть какой-то, знаете, стереотип, наверное, на вас давил, и тяжесть жизни тоже давила, и вы как будто бы на себе уже такой прям крестик поставили, да. А тут вот прям проснется желание жить, цвести и, конечно же, наслаждаться комплиментами и вниманием со стороны противоположного пола. Дальше, девочки, у кого-то отыграется, это уже я буду по отдельности вам говорить, предложение, очень выгодное предложение от какой-то женщины. Это может быть подруга, это может быть родственница, это может быть соседка. Женщина либо вашего возраста, либо чуть помладше. Вот придет она к вам и скажет, а вот ты знаешь, вот есть такая ситуация, либо такое дело, либо вот я слышала, либо кто-то мне сказал. Внимательно послушайте, там как бы капиталовложения особо не надо. Что там надо, так это применить ваши таланты, ваши способности, ну и, конечно же, не испугаться. Вот кто особенно там долго думал, планировал там со своей подругой, родственницей там бизнес начать, какие-то, может быть, дела делать, прекрасное время на то, чтобы это все действительно начинать и идти к результатам. Результаты будут хорошие, постепенные, сразу говорю, постепенные, но хорошие. Вот только вдвоем вы откроете те двери, которые приведут вас к успеху. Следующий момент. Соблазны будут, соблазны. У кого-то прям соблазны страшные. За вами прям просто охотятся. Охотятся за вами очень такие хитрые, ушлые люди. Знаете, вот как сказать, да, и это какая-то, хочется сказать, банда, да, либо мафия какая-то, может быть, даже международная какая-то, может быть, они, там, я не знаю, с разных национальностей. Ну, не пугайтесь, конечно, но это какие-то мошенники-аферисты. То есть, как бы паук такой, знаете, вот он расставил свои вот лапки, да, готов прыгнуть. Двое, трое, группа. Да, вот не один, их несколько, они вот как в группе работают, знаете, как человека загоняют, оп, и все, поймали. Значит, будут вам что-то предлагать, купить, вложиться, продать. Люди явно настроены на вас с одной только целью – денежки ваши себе присвоить, либо вогнать вас в какие-то, может быть, долги. То есть они говорят, вот пойди возьми кредит, да, вложись, например, там, в строительство, вложишь там 1 000 000, а получишь потом 100, да, то есть какие-то вообще бесшабашные. И вы будьте аккуратны, потому что вот песочек говорит, что это мошенники. Льют очень сладко, прям такие обходительные, прям такие лапочки, зайчики, да, прям пылинки с вас будут сдувать. Но пока денежки не передадите. А как только передадите, ну,
все станет на свои места. Поэтому берегитесь. И если вдруг вы видите, что даже можете, знаете, как увидеть, что кто-то там к вашей соседке пожилой начинает ходить с такими вот, такие лощеные пареньки, да, либо такие вот молодые люди, все из себя представительные, очень вежливые, либо к вашим родителям, не дай бог, кто-то такие вот, знаете, гости наведались, сразу же, я не знаю, звоните в полицию, как-то вот привлекайте общественность, там, снимайте их на камеру вашего смартфона, да, чтобы они хотя бы хоть как-то отстали. Потому что такие, как пиявки, а вот они кровопийцы, понимаете, вот хочется сказать. Но там какая-то вот прям организация, прям мощь какая-то за ними стоит. Но если человек за себя поборется, никакой организации, извините, ничего с вас и не выбить. Будьте аккуратны. Вот прям ходят за вами, видите, вот прям идут. Так, дальше предложение. На работе предложения идут. Тут, конечно, ловить нечего, честно говорю. Кто-то на работе получит предложение типа о повышении, а по факту окажется дополнительные обязанности, переработки всякие, там, да, может быть, даже работа там, в дополнительный день. Да, работали вы 5-дневку, придется 6-дневку работать. То есть сомнительные очень перспективы, очень много работы, доплата будет либо какая-то мизерная, либо она будет несправедливая по соотношению к тому, какой объем работы вы будете выполнять. Там, извините, очень хитро сделанный высший какой-то руководитель, да, не тот, кто будет предлагать, либо не тот, кто там ваш непосредственный, а вот какой-то самый главный там человек, очень хитрый и вот прям шкурный, да, чтобы там, не дай бог, никакую копеечку не переплатить. То есть, а что это я буду там специалиста дорогого нанимать, если вот у меня есть такие сотрудники, да, на вес золота, которые, извините меня, пашут день и ночь, да, при этом я им там копеечки плачу, да, и они себя еще чувствуют. Хорошо. Кто вот будет соблазняться и думать, да, может быть, для карьерного вашего развития и роста, либо там для трудовой это будет хорошо, но на самом деле вы рискуете, надорваться, тут уж никуда, честно говорю, да, и разочароваться. И я не знаю, что будет для вас хуже, потому что разочарование, вот знаете, вот собьет ваш стимул, вы как будто бы перегорите, да, к работе и к какому-то движению. Будьте в этом плане аккуратны. Так, еще по работе. По работе у кого-то будет предложение такое, знаете, кто долго не мог найти работу, кто долго уже не может, вот знаете, как какой-то мертвый круг, да, вы все ходите, во все двери стучите, а вам везде, извините, кукиши показывают. Вот у вас будет какое-то предложение достаточно, как бы это сказать, невыгодное на первый взгляд, да, то есть не по вашей специальности, либо не по вашей сфере, либо какое-то вот оно, недостойная, да, вот прям хочется сказать, что нет, я достоин большего, лучшего, там, большей оплаты, либо должность должна быть немножечко там попрестижней. Мои дорогие, вас сама судьба подвела к этому предложению, потому что именно там вы должны работать, и именно там вы получите все то, о чем мечтаете. То есть вы не задержитесь на этой должности, либо позиции очень долго, вы пойдете в рост, потому что вы человек особенный. Почему так все происходит? Да потому что вам нужно вырасти, именно там вам нужно вырасти. Все будет хорошо, соглашайтесь, принимайте. Дальше по предложениям. Здесь девушка от своего любимого человека выслушает какое-то странное предложение. Вот смотрите, вы будете надеяться, что он наконец-таки что-то серьезное скажет, да? Типа там, давай поженимся, давай там съедемся, давай там ипотеку возьмем, да, то есть как-то будем обустраивать нашу жизнь, да. А вот он все так пафосно подготовит, вы вся будете такая в ожидании, а он вам раз там скажет, а давай там щенка заведем, да, либо а давай там маму мою пригласим к нам, там, пожить, у нее там отпуск, да, у нее месяц есть, пусть она там с нами поживет. Слушайте, не разочаруйтесь, он думает о том, о чем думаете вы, но время еще этому не пришло, он еще не готов. Он обязательно сделает вам то предложение, о котором вы мечтаете и думаете, но это будет попозже. А вот первое предложение, оно будет достаточно комично-трагичным, потому что если вы вспылите, скажете, да что такое, я жду, пока ты там меня замуж позовешь, ты там маму свою ко мне везешь, то здесь вы можете немножечко разойтись во мнениях, да, и немножечко усложнить свои отношения. Поэтому, девочки, принимайте
принимайте, ну что, ну хочется ему с мамой побыть, пусть приезжает, да, хочется ему этого щенка, ну потренируется, да, прежде чем деток заводить. Знаете, что предложение будет, но оно будет каким-то следующим по счету, да, сначала это, и причем смотрите, как он, может он специально там, например, маму свою позовет, да, он будет смотреть на вашу реакцию, вот будет вас, кстати, проверять в этот момент. Так, еще у кого-то отыграется как приглашение от мужчины через интернет. То есть вы с этим человеком на расстоянии, общаетесь на расстоянии, может быть, виделись там пару раз в жизни, да, как-то вот он для вас вроде как любимый, да, но темная лошадка, то есть вы о нем всего не знаете. Скорее всего, вас позовет куда-то, либо к себе позовет, либо куда-то вот навстречу позовет. А будете думать, как бы мне в этих условиях до него доехать, стоит, не стоит рисковать, то есть будете обдумывать этот момент. Но, честно скажу, будьте рады, что вот он вас зовет, приглашает. Так, и еще по предложениям. Здесь у кого-то отыграется как предложение вступить в какую-то программу. Я не могу понять, с чем это связано, программа. Вот идет, как вы то ли партнером каким-то становитесь у кого-то, то ли как какую-то группу, в сообщество вступаете людей с определенными, там, я не знаю, интересами, и тут же обязательства еще есть. И вот я вам так скажу, если вы готовы брать на себя не только там бонусы от этой программы, но и обязательства. Вот именно обязательства смотрите, потому что в обязательствах может быть какая-то загвоздка. Я не могу сказать, что это плохо, но вот читайте обязательства, если вы согласны, если вы для себя понимаете, что да, я потяну, конечно же, идите. Если вдруг какие-то сомнения, лучше либо обговорите, либо несколько раз подумайте. Вот такой момент. Мои дорогие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.